Салем, дорогие друзья, вы на канале Live KZ, меня зовут Ренат Кибраев, рядом со мной юрист Алмаз Жумагали, который представляет интересы Куаныша Батшабаева и ТОО Батшакуан. Мы пару недель тому назад с вами уже записывали видео по поводу того, что происходит вокруг нескольких уголовных дел вокруг него и ТОО, интересы которых вы представляете. Какова реакция правоохранительных органов, прокуратуры и так далее? Что-то изменилось с того времени? Немножко изменилось. Это в нашу пользу или не в нашу пользу, это время покажет. Сразу начнем с того, что с тем делом, которое идет по новому, который идет судебное разбирательство в городе Жаңаузен, не прекратилось, но уголовное дело возвращается в прокуратуру для объединения производств. То есть вот здесь ходатайство прокурора, то есть государственного обвинителя. Давайте покажем видео, хорошо, покажем. Вот. Приблизьте, пожалуйста, оператор. И что написано, что там... Покажите текст того, что здесь написано. В конце. В конце самое интересное, да? Несмотря на то, что это ксерокопия. Да. Потому что пока еще мы не получили... Оригинал? Нет, не получили копии документов, которые ознакомление, просто это в ходе производства получили. И смотрите, нас ознакомили именно путем WhatsApp. И мы ознакомились и через WhatsApp потом распечатали. И что-то написано. Написано, что... все, в принципе, уже. Написано, что когда-то эти два производства было как единое производство в отношении Узбекова, бывшего директора на определенный месяц или, не знаю, дни, ТОО Батшакуан, и в отношении Батшабаева. Это единое производство было когда-то, уголовное производство. Они разделили эти производства. В отношении Узбекова они оставили у себя в прокуратуре для доследования, или не знаю. А потом в отношении Батшабаева закончили и отправили в суд. Потом ни с того ни с сего прокурор объявляет, что хотим объединить заново эти производства. Давайте возвратить. Вы как отнеслись к этому? Положительно или как? С точки зрения того, что там в суде могут быть разные последствия, это для нас это хорошо. Но с точки зрения процессуального законодательства это не совсем. Почему? Потому что, это же люди не играются же. Они разъединяют, объединяют, а за это люди отвечают именно своей свободой. Кто-то же сидит, кто-то там последствия находится, так же? И поэтому Батшабаев до сих пор находится, получается, в местах заключения. Да, в местах заключения. Они хотят, конечно, чтобы прибавить туда, а здесь есть же люди, которые к решению свободы еще не привлеклись, но в отношении них идет судебное следствие. Так, теперь, по процессуальному законодательству есть отдельное производство, они там говорят, предварительные слушания они должны назначить, потом сказать, что, потому что это по тем делам, которые уже поступили в суд, потом в суде они объединяют, не в прокуратуре, они не возвращают. До этого это постановление Султанова, это второе. Чье постановление еще раз? Султанов. Это кто? Судья. Судья, да? Судья, который... 12 августа у нас, да? 12 августа возвращают именно для объединения. Казахстан Республикасы. Так. Давайте просто покажем на пару минут для наших зрителей, чтобы они могли. Там все видно, да? Оператор. Жаңа айыптау актісін жасақтау үшін Маңғыстау облысының прокуратурасына қайтарылсын, чтобы они подготовили новый обвинительный акт. Это как понять? Новый обвинительный акт? Да, новый. То есть объединить эти производства, потом новый объединительный акт. Не в отношении кого-то отдельно, а именно все вместе взятые. Это, оказывается, не первый раз. Мы же подключились недавно, 2 месяца назад, да? А оказывается, 21 декабря 2020 года точно так же возвращает судья в прокуратуру данное производство. Для чего? Для того, чтобы там доследовать, да? А теперь... Мы строим правовое государство, да? В Конституции написано у нас правовое государство. Для правового государства это неприемлемо. Почему? Потому что есть следствие, у них своя функция, есть прокуратура, у них своя функция, надзор. Потом через следствие, через прокуратуру все прошло, в суде должно быть только 2 акта. Либо он виновен,
осуждают его там, осужденный уже, статус приобретает, либо он невиновен, оправдывают его. Все. А вот то, что вследствие там пошли и так далее, всякие оплошности, это же не обвинительный уклон. Каждый раз, вот этого не хватает, еще раз добавьте, это уже что? Это уже показывает обвинительный уклон самого суда. Ну, когда мы в предыдущий раз с вами записывали видео, вы уже сказали о том, что у нас часто как бы суд идет с обвинительным уклоном. Вот это лишний раз доказывает. Последний именно точка, когда показывает именно у них обвинительный уклон. Почему? Потому что так нельзя. Так каждый раз чего-то не хватает, там определенной точки не хватает, там одного человека надо включить, и каждый раз возвращает прокуратуру, в прокуратуре новый обвинительный акт и опять возвращается. А по процессуальному законодательству именно объединяют производство, когда уже поступило именно суд, и судья может объединить эти производства. В предыдущий раз вы говорили, обращались тогда к Жакипу Асадову, нашему верховному судье, о том, что нарушены некие этические нормы, да, в поведении судей в городе Жанузень, Мангистауской области. Мы обратились в комиссию по судейской этике, судебной жюри и так далее. Да, обратились, они возвращают в Мангистауский областной суд, там комиссия по судейской этике, да, то есть это с одной стороны правильно, потому что Верховный суд не может самостоятельно рассматривать, и может сперва рассматривает на местном уровне. И какое решение они приняли? И вот, отписка? Смотрите. Или что-то было? Да, выглядит как отписка, смотрите. Они отправляют именно в Мангистауский областной суд, комиссию по судейской этике. Так, комиссию по судейской этике. И отвечают они просто... То есть вот этот документ мы не можем, это заключение или мнение судьи, непонятно. Почему? Потому что по кодексу судейской этики и по другим нормативно-правовым актам они должны давать определенное заключение. А здесь не относится. То есть по этим делам уже есть судебный акт, по этим делам судебные акты есть, и все. То есть получается, никакого основания нету. То есть получается, мы получили ответ. Ни мясо, ни рыба. Это не заключение, ответа, просто мнение. Ответа, да? Всего лишь мнение одного судьи. Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Вы помните, наверное, что тоже несколько недель тому назад я направлялся в город Нур-Султан, и я оставил, передал, можно сказать, бумаги, которые были оформлены в том числе вами, о назначении личного приема господином Жакипом Асановым в Верховном суде и личного приема со стороны Гизата Нурдаулетова в Генеральной прокуратуре. Так как там обратная связь была оставлена именно вот со стороны родственников, ваша, там в некоторых местах, какой ответ пришел? Именно из Генеральной прокуратуры? Ну и Верховный суд вам ответил? Вот именно Верховного суда, они наши неоднократно, я не знаю, на какой ответ был, на ваше обращение, на наше обращение, только в адрес Верховного суда у нас там порядком 3-4, то есть по действиям судьи, по этим, то есть 3-4 обращения было. О личном приеме именно. А личный прием, насчет этого вообще ответа к нам нет. Ответа не было. Да. Хорошо, Генеральная прокуратура вам ответила, да? А Генеральная прокуратура насчет личного приема нет. А другой ответ был, сейчас я скажу. Смотрите, вот Мангистауский областной суд отвечает. Здесь мы не видим, это заключение или мнение, или там какой-то другой акт. Потому что по нормативно-правовым актам должно быть заключение комиссии по судейской этике. Вот. Ее председателя Карабаев. Здесь ничего не написано. Мы повторно подготовили именно документ министру юстиции, где в виде таблицы указали. Даже так. Да, чтобы всем было понятно. Ну, для особо одаренных. Смотрите, вот судья Жанузенского городского суда Талтанов. Какие нарушения? Вот первый, вот такое нарушение, положение УПК в такой-то, нарушение такое-то, такое-то. Вот отражено в каком акте? Вот в таком правовом акте. Какие правовые последствия были? Вот такие правовые последствия. Незаконное осуждение, оснований нету и так далее. Вот второй судья. Здесь только по одному судье вот 6 пунктов нарушений. По разным актам. Вот судья Жанузенского городского Жангалиева.
Вот здесь одно нарушение, да, решение. Хорошо, и что ответила на это Пока еще прокуратура? нет, просто мы отправили, То есть- пока еще время не прошло. То есть, получается, ответ на личный прием не последовал? Да? Нет. Ко мне лично. Может быть, кто-то электронную звонил, почту. там нет. был номер телефона матери Батшабаева Куаныша. Может быть, кто-то ей звонил на это время? Так, пока еще мне такой информации не поступила, а на мою личную электронную почту не поступила, и через судебный кабинет тоже. Ну, смотрите, у меня такая новость. Недавно я ходил по другим делам в Генеральную прокуратуру, и там очень много прокурорских работников спустилось. К сожалению, сейчас система такая, что первые 5 человек, которые обозначены вот на доске, их, ну, кто там работает и так далее, там Гизат Нурдавлет, а потом идут еще 4 генерала, они никогда никому не спустятся, им надо как-то заранее записываться, я думаю, это совершенно безуспешное действие. Но вышли другие люди, там, уровень полковник, и он сообщил, что, в принципе, без всякого лишнего шума можем прийти, как бы, там, где у них находится open space, Ашакалан, и там можем, как бы, переговорить со следственным прокурором и так далее. Мы всегда готовы. Мы за любой кипиш, и мы можем каждый пункт, сказанное нами, доказать документально. Вот последний, то, что поступил из Генеральной прокуратуры, мы написали, вот адвокат Байгазинов, вот здесь Жумагали и я, и Батшабаева, самому Батшабаеву, да, отправлено, чтобы ходатайство о принесении кассационного протеста, да, они здесь все переписывали, и вот из то, что до этого было, и говорит, так, по делу не установлено нарушение норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену либо изменение состоящих судебных актов, что исключает правовую возможность для принесения протеста. Чиндалиев отвечает. А смотрите, для чего это делается? Почему вот повтор уже второй раз отказывает нам в кассации? Почему? Почему? Вот здесь уже ведомственные интересы. Почему? Мы когда говорим, вот очень жесткое наказание, давайте смягчить, изменить квалификацию, переквалифицировать, тогда возможно. То есть это не первое дело, так это у нас не первый раз мы замужем, так что мы знаем. А вот когда ведомственные интересы, это другое. Мы же утверждаем, что нет состава преступления, доказываем пух и прах там по всем документам, да? Состава нету. И они прилепили из гражданско-правовых отношений состав уголовного правонарушения, да? А когда они, если этого поддержат, получается, у них ведомственный интерес. Кто виноват? В первую очередь, конечно, районный, то есть городской, Жангузенский, То есть они не прокурор. хотят, Потом в апелляции, который был, областной прокурор. Получается, они виноваты в том, что начали привлекать именно невиновного лица к уголовной ответственности. Вот поэтому они говорят, что нету здесь оснований. А если бы мы попросили бы, ой, извините нам, пожалуйста, смягчите наказание, тогда возможно. Тогда возможно. А мы говорим, что здесь вообще изначально нет состава То есть преступления. они отказываются как бы пилить тот сук, на котором они сидят, да? Можно Возможно, сказать? возможно. И поэтому у нас такое подозрение, что здесь уже не интересы конкретного Батшабаева, не интересы конкретного там Нурдавлетова, а интересы, ведомственные интересы. Ну хорошо, в завершении вы что-то хотите добавить, может быть, какие-то бумаги еще? Так, в завершении это как? Просто у нас дело-то не завершилось, Нет, и ну, поэтому завершение завершение этого нету. видео имеется в виду, потому как необходимо все-таки сейчас приступить к самому главному процессу вот, со стороны меня. То есть моя цель это как бы посмотреть на то, как две стороны сойдутся в своих аргументах в здании или Верховного суда, или Генеральной прокуратуры, правильно? Вот, или в здании Верховного суда, или в Генеральной прокуратуре, мы всегда готовы доказать то, что мы утверждаем. Это не то, что вот скажем, что кого-то там осудили, посадили, да, и его родственники там начинают там каким-то образом как-нибудь там шумиху устроить, да. Нет, здесь нет состава преступления. Они прилепили из гражданско-правовых отношений, состав преступления, раз, потом здесь есть элементы рейдерского захвата. Два, еще один момент. У нас неустановленная, недостоверная информация есть, отправили адвокатский запрос, что есть семейные узы между судьей, который вот активно в этом участвует, в этом процессе, потом между частным судебным исполнителем сейчас, который активно
начинает арестовать и реализовать имущество. Ну, давайте сейчас тогда так определимся с датой, сделаем небольшое объявление, открываем сейчас календарь. Ну, это видео выйдет примерно 28-29 августа. Ну, сами понимаете, монтаж и все такое. Переходим на сентябрь. В сентябре, ну, или 6, или 7, или 8 сентября мы направляемся в столицу нашей страны, в Нур-Султан. И, как всегда, придем в Генеральную прокуратуру для того, чтобы уже встретиться с представителями Генеральной прокуратуры и озвучить ваши аргументы в защиту Баршабаева Куаныша, да? И Мы всегда готовы. Они должны принять решение, проблема не в том же. Мы с адвокатом Что мы не можем Ахмедом озвучить. Байгазиновым, мы всегда готовы документально все это показать. Мы уже все озвучили много раз и в предыдущем видео, и до этого видео уже озвучили все ваши аргументы со стороны защиты. Может быть, если вы как бы будете рядом вот так вот за одним столом сидеть, может быть, до них быстрее дойдет, да? Надеемся. До их ушей. Надеемся на лучшее. Про людей надо думать, конечно, хорошее. Ну, думаю, когда произойдет именно, скажем так, такой контакт, вот за одним столом будем разговаривать, я надеюсь, тогда, кто-то в прокуратуре уже действительно серьезно отнесется к вашему делу и рассмотрит, да, все материалы. Надеемся на лучшее. Если они рассмотрят все материалы, они сразу убедятся в том, что как бы Баршабаев Куаныш, он не виновен, как вы утверждаете, и всему этому есть доказательства, да? На все есть доказательства. Железные доказательства есть, отсутствие веры. Да, конечно. То есть, если там даже юрист, любой юрист это может немножко перелистать и понять. Просто есть люди, есть чиновники, есть должностные лица, которого не хотят понять. Или даже этого понимают, но не хотят этого признавать. Ну все хорошо тогда. Мы официально сейчас заявляем о том, что в сентябре, уже примерно через неделю, где-то 6, 7 или 8 сентября мы направляемся в Генеральную прокуратуру Нур-Султана для того, чтобы встретиться с представителями прокуратуры. Как бы если с их стороны нет никаких ответов, то придется уже, наверное, ехать к ним, как мы изначально и планировали, да? Аллах раса, иншаллах. Дорогие друзья, это видео такое специфическое, скажем так, очень сложное для восприятия, много юридической информации звучит. Но в любом случае, как бы это только говорит об одном, что мы не бросаем это дело, мы его ведем, мы озвучиваем то, что происходит в залах суда, то, что происходит в этой юридической бюрократии и так далее. Поэтому продолжаем наблюдать дело Баршакуана и Баршабаева Куаныша. Поэтому всем рахмет, кто посмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. С вами был я, Ринат Кыбрай, и Алмаз Жумагали.